утра. Меняю колесо. Наконец-то поставил другую. Вот. Шоссейка она хорошая, конечно. Хороший накат, но жестковато. Все-таки для езды с грузом это опасно. Опасно для обода. Да и, конечно, не такая она надежная, она тоненькая. И на мягком грунте она просто утопает. Невозможно на нее заезжать на мягкий грунт. Просто врезается она туда, не держит. Ну все, дай бог, будет служить хорошо, долго. Ну и сейчас соберу вещи, покушаю и поеду. Ну вот, собрался. Тут еще чувак из Китая приехал. China's guy из Гонконга, говорит. Гуанчжоу или Гонконг? Гонконг? Гонконга, говорит. Вот, на мое место сейчас ляжет, а я поеду. 2 дня мне для отдыха вполне достаточно. Хотя и не весь Вьетнам, конечно, посмотрел. Ой, весь Ханой, не весь Ханой посмотрел. Но 2 дня мне уже достаточно. В Китае я вообще почти не отдыхал. Там день, все. 2 там максимум. 2 дня для физического отдыха. Вот так вот. Сейчас поеду в центр города. Наверное, к мавзолею Хо Ши Миня. Нужно сделать фотографию с флагом. Такие узкие улочки, флаги Вьетнама висят. В Китае такого мало. Все, погнали. По дороге как раз заехал на рынок. Очень дешево тут все. Вот ветровки за 100 тысяч, то есть 300 рублей ветровочки. Мне как раз нужна ветровка. Но тут везде Adidas написано, я не хочу эту дешевку покупать. Где написано, лучше бы ничего бы не было, я бы взял. А нафиг эти понты. Сейчас посмотрю. Взял ветровку, короче, North Face типа, за 300 рублей, нормально, что. Главное, капюшон есть, удобно, как раз. А то у той замок сломался, эковский. Нормально, едем дальше. Ну все, выезжаю из Ханоя. Время 4 часа. А вот и собака как раз. Ребята, вот первый раз вы теперь увидите собаку. Куртки привезли, все подходят, берут. Колхозный рынок, в общем, такой большой. Классно. Ну все, поставил палатку. На рисовой плантации рис-то собрали уже, хорошо, можно ставить. Отдохну сегодня наконец-то нормально в палаточке, высплюсь. Фух. Завтра уже заеду в горы, кончится эта равнина. Будет здорово наконец-то. Вот здесь мусор жгут только, вот видно. О, какая-то там байда. Любители здесь мусор жечь. Я уже говорил, рассказывал об этом, что пластик жгут, это ужас. Им походу просто не объясняют, что нельзя его сжечь. Для экологии, для здоровья планеты, для здоровья людей это очень негативно сказывается. Это яд, это, дышать этим. Вот. Хорошо, ветер чуть-чуть угоняет его. Ветер, дым угоняет в другую сторону. Ну ладно, спать. До завтра. Вот, видите, доброе утро. В обычный хозяйственный магазин
какой большой выбор покрышек. Как раз 28-х. Ужас. Я говорю, когда нужно, их нет, когда не нужно, их очень много. Сейчас заехал в город ближайший. Проснулся, проехал буквально километров 5. Еду дальше, в город. Вот, проезжаю реку. Там она уже впадает в Хонг-Хэ реку. А это Black River. Ну, по моей карте Black River называется. Я не знаю, как по-вьетнамски это будет. Но это ГЭС. Чуть выше там находится ГЭС. Скоро поворачивать в горы. Еще километров 15-20 проехать по равнине. И в тишину, надеюсь. Все, кончилась равнина. Пошли горы. Вот первый подъем. О, классно, здесь так спокойно. Дороги узенькие. Опять тут собачатина. Чё? Встретил девушку, оказывается, она училась, а я снимаю фильм маленький. Она училась в Новосибирске. Да. Вот. Приятно встретить людей, которые знают русский. Опа, чайбанский. Чаек собирают. Плантации. Первый раз я такие большие плантации чая-то вижу. В Китае были, но немного, очень мало. А сейчас уже вот пошла горная местность и пошли чаи. А дорога очень узкая, очень много грузовиков ездит, вообще опасно. Подъемчики здесь не длинные, но очень крутые.
Градусов по 12 такие. Ничего, классно. Что-то я сегодня приболел немножко, горло болит. Надо чаек пить. Чаек погонять. Термосок есть. Сейчас где-нибудь заправиться. Малыш, только не сгори, пожалуйста. Смотри, вон, огонь. Эх, дает, а. Сегодня уже сотку проехал. Сейчас надо поужинать. Риса, думаю, взять. Гм, гм, по-вьетнамски. Вот тут малыш один ходит. О. Дети тут чудо просто. Да вообще дети чудо. Что-то никого нет, короче. Пока не могу дождаться. Сейчас кто-нибудь подойдет. Что-то я чумазый, что ли? Заметил? Ой. Я еще заметил, мужики все вот в такую трубу дуют, короче. Курят. Да я снимаю вот эту трубу. И мне предлагают еще покурить. Но я не хочу, я не курю же. Поел. Сейчас поеду на ночевку. Время уже темнеет. Все, нашел место. Возле реки там, за кустами. Ставлю палатку в 1000-й раз. Все как всегда, ничего нового. Сегодня проехал 100 километров, главное, 105 где-то. Отдыхать, лечить горло. Хотя можно чуть-чуть поболеть. Но в дороге особо не поболеешь. Часто спрашивают, ты болеешь вообще или нет. Бывает вот так вот, простуда какая-нибудь. Все-таки иммунитет, он тоже, его нужно заряжать. Он не бесконечен. Ему нужно иногда перезарядиться, поболеть. Ну как поболеть? Так вот, посопливить, там горло немножечко. Но я вообще не отрицаю полностью таблетки всякие. Только чаи, только варенье, только мед, только травы, только натуральное все. Никаких таблеток, никаких там нурофенов или еще как они там называются-то. Порошки-то, которые от простуды. Даже не знаю. Ничего этого не принимаю. Лучше поболеть 2 дня. Так вон, в перевал поехал, пропотел нормально. Все, уже нормально становится. Это когда сидишь, вот тогда вот тяжело болеть. А так, без проблем. Слава богу, все нормально. Все, спать. До завтра. Завтра будет великий день. А у меня вот что есть. Здесь во Вьетнаме уже с хлебом не так проблематично, как в Китае. Вот нашел еще масло сливочного. Ну, там маргарин написано. Премиум маргарин. Такой вкусно пахнет. Сейчас попробуем с батоном. Их по трассе тоже много продают. Недорогой. Нормальный. Хлебушек, хлебушек. Отдыхай, велосипед, отдыхай. Все не могу привыкнуть к ширине задней покрышки. После шоссейной это вообще кажется тракторная просто. Ну, ничего, идет нормально. Но, как мне кажется, не такая резвая. Велосипед стал не такой резвый, как это было при шоссейке. Все равно сопротивление побольше.